Ну что, ребят, очередное утро, 8 число, 8 октября сегодня. Отпустил собак. Сегодня также будет охота с карабином. Возьму карабин, потому что иду с собаками. В надежде увидеть глухаря или еще кого. Сегодня у нас планы сходить в южную сторону, юго-запад. В этом направлении сходим. В прошлом году, где глухаря также стреляли. Посмотрим в этом году, что там, как там, кто-то есть или нету. Погода вроде нормально. Пока дождя нету, но плащ все равно я надел. Надел. Всегда путаю. Все, много болтать не буду. Сейчас 6 часов утра. Но чуть-чуть уже дождик начинается. Но хотя юго-восточной стороны немножко просвет есть. Может, погода еще более-менее. Я вчера домой не позвонил, какая погода нас ожидает. В дальнейшем не знаю. Сегодня надо позвонить, узнать насчет погоды. Ладно, пойдем. Будет что интересно, включусь. А так много болтать, снимать особо нечего. Повторяться тоже не очень охота и не хочется, и не люблю. Ветер даже в тайге есть сегодня. Ветрено. Короче, ребята, вот такой ельник. Идем по такому ельнику, там уже сосняк начинается. И тулан начал что-то грызть. Смотрите, перья и сама птица. Рябчик. От чего он это умер? Загадка. Без головы. Похоже, как куницы так голову режут. Как будто с ловушкой. Но тут ловушки поблизости нигде у охотников не стоят. На кафо. Вон, смотрите. Туша рябчика. И даже свежие. Вон, смотрите. Почки. Вообще свежие. Ни запаха, ничего. Такая тухлятина вот. От чего этот друг так появилась на нашей территории? Нельзя, Тулан. Айда. Нельзя. Фу, аспай. Много следов медвежьих. Но видно. Фу, аспай. Нельзя. Много следов. И по мху они ходили. Так, надо куда-то это повесить, чтобы собаки не достали, блин. Не люблю, когда они жрут все подряд. Это нехорошо. Почему он тут появился? Но это явно не медведь, это или горностай, или куница. Это, если птица сама погибла, доедают маленькие зверьки. Вот такая картина, ребят, пока находим падаль, а летающих на одного рябчика я только видел. От избушки недалеко. Тулан залаял, и все. Больше ничего пока. Вот моя тропинка идет. А здесь вот на дереве повесил рябчика. В следующий раз посмотрим, будет ли он тут или кто-то украдет. Будем смотреть. Это уже, когда второй круг мы здесь будем делать, это увидим. Все, пошли. Обзор какой чистый. Знает, куда ложиться. Вот тут видно лежанка у лося. Лось лежал. Вон там следы у него. Вон. В ту сторону пошел. Еще. А здесь он как бодался. Тоже бычок, видимо. Гон был. Может, самка тоже здесь была. Может, самка так яму делает. Вон. Бодались тут. Вроде как самка делает лунку, потом туда туалет, скажем так, ходит сыт туда. И
Но этот вонь, запах, бычок идет. Что-то в этом роде. Ну, в интернете много чего можно посмотреть, почитать. Догон у лосей. Ну, он видно, там он лежал. И лежанка у одного. Вот следы. Видите? Здесь видно. Туда пошел. Там, наверное, переночевал. И куда-то дальше ушел. Вот это вырубка. В прошлом году я здесь глухаря стрелял. Второй вон туда еще садился и улетел. Было дело такое. А в этом году тишина. Ни взлетов, ничего. Там дальше трасса Лесопунтовская. Сегодня туда точно я не пойду, но сыро там даже идти, ходить. В принципе, разок-то можно пройтись по этой трассе. Но не сегодня. Тишина, блин. Когда-то косача тут тоже стрелял. На тех березах. Далековато было. С мелкашкой. Так вот, не помню, с первого раза или несколько выстрелов сделал. Вот этого я не помню. Но факт, что я стрелял. Где-то на конце Волока там один сидел. Вот так хожу, вспоминаю. А в этом году, чтобы кого-то увидеть, тяжело. Много надо ходить. Очень много. Может и повезет. Выглядывает солнце, но на улице тепло, ребят. С утра вроде было +1. Хорошо, что я теплую куртку не одел. Но сейчас пинжак, кофта на мне и плащ. И то жарко сейчас. Это хорошо. Не хочется, чтобы заморозки резко ударили. Хочется еще побродить. Тулан не знаю где. Ой, да. Но всегда на обзоре я ее вижу. А Тулан фиг знает. Откуда-то появится там. И в 2 местах еще наблаивала. Ну, видно, там рябчики, наверное, были. Но голос, конечно, у него жесткий такой. Ладно, ребят. Какая-то надежда у меня была здесь кого-то встретить. Но не сегодня, видно. Но я еще пойду. Буду идти по сосновому лесу. И выйду на речку потом. И вдоль речки буду обратно подниматься на избу. Такой кружок будет. На вырубках. Голые вырубки в этом году. Ягод вообще нету. Вон и Тулан идет. Увидел я его. Он летит. Да, собака даже. Ну, он чуть-чуть хоть начала вилять хвостом. Это как будто что-то кто когда-то, может быть, и сидел. Какая-то птица. Так, ладно, я сейчас обратно вглубь тайги залезу. Нахожусь, ребята, на просеке. И в этом году, вот видите, просеку все очищали. Вон туда, в сторону запада,
Здесь с южной стороны все прочистили. Здесь в сторону восхода. А на север не пошли. Там квартала нечищенные. А вот здесь вот с южной стороны от избы все прочистили. Даже столбы поменяли. Вот. Столб. Свежий столб. Вот так. Так что здесь, если что, ходить сейчас намного лучше будет. И если там валежники пилой еще убрали. Вообще класс. Солнце светит и дождик начинается. Смотрите, ребята, вот царапина. Вот царапина. Видите, вот сосна лежит. Догадались, нет? Это, ребята, лось так пробует кору дерева. Если ему понравится, он все изгрызет. Даже сосну, пихту, осину, все он грызет. И вот тут тоже пробовал он. Это следы лося зубов. Вот, а самый след вон. Там ямы тоже я видел. Бодался он. Не стал уже снимать. Буквально 15 метров от сосны. Опять снова яма. О как. Ну тут натоптали, конечно, активно тут бодались. Явно не один штук тут был лосей. И, наверное, это в начале августа где-то, примерно в это время. Или в конце августа, в сентябре, начале сентября, я точно не знаю, но не свежий уже. Такой след. Это лосиные. Гон тут был у них. Перекур, ребят. Я на просеке. Это средняя просека получается, наверное. Да, средний квартальный просека вот идет. И здесь где-то с километр мне надо идти по сырому месту. Я уже направляюсь к речке. Направляюсь к речке, тут больше делать нечего. Прошли, обошли. Сосновый бор тут прошли. Здесь сосна заканчивается. Там дальше уже ельник начинается. Ну, все. Надежда какая-то была тоже в этой местности, что рябчиков, но рябчиков нету. Странно. Ребят, ну сейчас будем мы чай пить. Возле села и то больше этих, как сказать. Ну сейчас, уйди. Возле села и то больше рябчиков. Возле большой реки, я как понял, на таежных речках, на барах их нету. И иду, подсвистываю, ребят. У меня 4 манка. Никто не откликается, полный штиль. Один манок у меня, короче, он отлетела вот здесь, видите, в середине есть такая штучка, не знаю как называется правильно, а вот здесь она пропала, упала, обычная трубка получается осталась. Но это поправимое дело тоже, я могу сам сделать из обычного дерева, с любого сучка. Это запросто сделать. Но у меня 3 манка еще, если не потеряю. Да. Тулан еще один раз тут кого-то облаял. Ну так, буквально 3-4 раза облаял и все. Лайкнул-то есть. И перестал. Наверное, может птица, рябчик или кто там был. Ай да. Так, короче, сейчас я буду пить чай. Будем облегчивать рюкзак. Им тоже хлеб дам. Ой, где фу. План фу.
Не обижу никого. Всем дам поровну. Работает, не работает собаки, я все равно кормил и буду кормить их. И они еще там. Что кушают. Не спеша и кушают. Потому что утром я тоже их кормил. Когда их ты мало кормишь, они становятся жадными, бросаются друг на друга. А так они спокойнее. У меня яйцо, ну выйди туда, все. У меня яйцо. И хлеб, яйцо, сыр взял с собой. Здесь перекус сделаю и на речке еще на чай попью. Вот так, вот такой перекус. Все, ребят, жую, пью чай и дальше идем. Как бы там ни было, есть птица или нету, все равно будем искать, идти непрерывно. Рано или поздно найдем кого-нибудь. Непроходимая чаща тут. Теряется просека, когда обходишь эти преграды. Каждый год валится. Деревья уже не осталось. Это да. Так. Даже просеку потерял. Какое болото тут. А, вон он зачес. Идешь. Главное в этом деле вот тут, когда ты проходишь. Самое главное не подскользнуться. Если споткнешься или еще подскользнешься, последствия могут быть плачевные. Вот так, ребят. Я не знаю, как назвать это место. Но приходится все равно идти по такому месту. Другого варианта просто у меня нету, чтобы на речку попасть. Так. Дополнительно я еще зачет тут оставлю нам в следующий раз. Вон, в принципе, зачес мой. И тут еще зачес ставлю. Трава очень высокая. Зачесы не видны. Свежие зачесы еще более-менее, а уже когда старые, год, два, три, там уже становятся они темные, незаметные. Иду возле реки, ребят. Подсвистываю, бывает так, для того, чтобы узнать, есть ли рябчики
Пока не откликается никто. Вон там на другом берегу, смотрите, все объели бобры. Очень много следов бобров. Здесь не одна штука. Штуки тут. Очень активно возле реки. Видно, как они живут. Много следов. Там, здесь, на каждом повороте, в принципе. Тулан тоже вот активно бегает именно возле реки. Он чувствует. Он все время вот смотрит возле берега. Ну, чувствуя, что бобры гуляют, ходят. Говорю полголоса. Ну, вдруг кого-нибудь увидим там на повороте, вдруг появится бобр, я с удовольствием буду стрелять. Потому что у меня лицензия есть, все есть. Не знаю, удастся нет закрыть лицензию бобра. Весной очень много их видели, а сейчас они, смотрю, очень даже осторожные. Таежная речка как море выглядит. Очень большое. Он ухтит. Ладно, идем дальше. Ребят, 3 рябчика на другом берегу, оказывается, были. Сейчас одного где-то я видел, вот сюда подсел. Внимательно надо смотреть. Не вижу. Неужели улетел он? Вон он, ребят, нашел я. Сперва прицеливался, смотрел. Вот он, рябчик. За целый день ходьбы, вот я его вижу. Первую живую цель. Тулан лаял где-то в 3-4 местах. Это тоже птицы были, но я их не видел. А вот здесь я своими глазами вижу. И еще 2, еще глубь леса полетели, ну сели там. Если с мелкашка можно взять запросто его. Где-то 80 от меня он сидит. Очень даже хорошая цель. Но стрелять я не буду. Я сегодня с карабином, как всегда. В надежде добыть глухаря на вырубках. Но не получается пока. Вот пока наслаждайтесь этим, что есть. В данный момент я снимаю рябчика. Живая птица. Самец, между прочим. Вот подбородок черный. Видите, подбородок? Голова, подбородок черный. А у самки серый цвет. Пепельный. Вот, смотри. Он как смотрит. Он видит собак. Ну все, уйди, Тулан. Я снимаю. Уйди. Видите? У многих сейчас желание вот бы подстрелить сейчас его. Они сейчас очень вкусные, ребята, в октябре. Жир уже набирается у птицы. Очень хорошая птица вон. Вот так. Ладно, сейчас пойдем дальше. Поснимал. Вот сейчас он будет кормиться почками. Ягод нету, а он там целый день, они так на деревьях сидят и питаются почками. Березы, от ивы. Между прочим, они на иве сейчас сидели и взлетели вот с другого берега. Вон с тех деревьев. Вон там они сидели и взлетели вот туда, подсели. Так, вот сейчас смотрите, найду, не найду. Ну вот и опять потерял я. Не так просто его найти. Ладно, все. Съемку заканчиваем, пускай кормится. Другой раз я без собак. Чисто придумал рябчиков. Тулан жует траву. Погода меняется, и они, ну вот смотрите, витамины находят и с удовольствием едят. Пырей. Это называется турун пырей. Трава пырей. Я не знаю, чисто вот такую траву только они кушают.
Ну все, ребят. Поход заканчиваем сегодняшний с собаками. Сейчас собак оставлю, может сам поброжу еще, потому что время вагон еще у нас. Да, Сулан? А вас что? Я больше сегодня не возьму с собой. Между прочим, одна лодка спустилась. Там два мужика сидело. Ну, это Сборовска. Так. О, запах черной бани. Вкус такой. Аромат. Раз в год моюсь, но все равно запах от камней, от этих. Мошки сколько тут. Очень много мошкары. Фу. Ну вот. Ветрище поднялось. Сейчас туча была. Думал, дождь начнется. Потом тучи разогнал ветер. Солнце выглянуло. Но смотрите, что творится. Очень шумно в лесу. Хотя с утра было все спокойно. А? План. Молодец, сегодня не оставил нас. Вместе бродил, ходил. Да? Сейчас вам дам еды. Посажу на цепях и я дальше в путь. Пока погода позволяет.